Сёння Белсад в Жлобине, на знакомитым белорусским Падняпроўі. Люди пачалі селиться тут ще ў бронзавым веку. Уявіце сабе, больш за 3000 гадоў таму. Яшчэ з даўніх часоў Жлобін важны транспартны вузел, таму і на гербе гораду ладдзя. А мы паспрабуем акунуцца ў мясцовыя рэаліі. Вітай, Жлобін! В принципе, неплохо живется. В последнее время у нас открывается много разных, таких для молодежных. Можно пойти в кафе, кинотеатр у нас всегда свежие новинки, премьеры. В принципе, аквапарк. Для спорта есть, культурно посидеть тоже где есть. В принципе, неплохо. Уезжать не собираемся. Ну як живеться? Як по всій Білорусі. Магазинов много. Все это, пожалуйста, лишь бы деньги. А денег всегда не хватает. Прекрасно. Нам все нравится, да? Вот с музыкальной школы бежим, потом на плавание, потом школа. Ледовый дворец вы были? Это же вообще прекрасное место для занятия спортом. Ну, парков нету. Парка нету, парк-то вырубили, а где там парк еще есть? Набережную. Вот хотелось бы сделать, да, реально парк набережная нам нужна. У нас есть музей, у нас есть парк, у нас есть ДК металлургов, пожалуйста, там у нас и концерты проходят. Есть пару клубов, много кафешек, рестораны есть. Мне кажется, для райцентра вообще неплохо. Да, в принципе, заведений не хватает. Развлекательных каких-то. Клуб есть, бары есть, кафешки есть, а именно, чтобы детям где-то заниматься, мало всего. У нас очень старый парк. В нашем парке есть карусели, которые очень старые. Если дети хотят покататься, то я бы своего ребенка точно не повела на эти карусели. Жлобін – столица айчыннай металлургии. Менавіта размешчаны тут беларускі металлургічны завод, заснаваны ў 1984 годзе, і даў штуршок хуткаму развіццю гораду. Сёння на заводзе працуе каля 11 000 чалавек, лічы 14% мясцовага насельніцтва. Во дзе манагорад. Прадпрыемства прыносіць неблагі прыбытак. Летась каля 250 мільёнаў рублёў. Аднак практычна ўвесь ён з'ядаецца выплатамі па ранейшых запазычанасцях і стратамі ад фінансавай дзейнасці. Особливости белорусской экономики. Мои дети все здесь живут и работают. На БМЗ работают, на Меховой работают. И живут здесь, квартиры строят. Все как положено. Нет, никуда не уезжают. Мы, наоборот, приехали с Рогачева сюда жить. Все. Муж работал на БМЗ, сын работает на БМЗ. Так что хватает. И зарплата достойная на БМЗ. А я на белорусском металлургическом працевал. Вот, наверное, 8 на пенсии. Раньше было лучше. Были запчасти, было все, а сейчас тяжко. По профессии, конечно, мало платят. То, что есть, то мало платят. Это мой родной город, я здесь живу, я здесь родилась, я здесь выросла, выросли мои дети, внуки растут. Все тут на месте, все работаем на заводе на металлургическом. И все здесь живем, платят нам хорошо. У нас все хорошо, все великолепно и отлично. В Жлобине, в принципе, БМЗ есть, работа есть по сравнению с другими регионами. В принципе, здесь еще терпимо. БМЗ, например, кредитов набрали, им очень долго придется их отдавать. То есть это, я не знаю, как оно дальше повернется. Это что коптить, это да. И даже очень коптит. Потому что экономят на фильтрах. Раньше стояли фильтра, которые улавливали, но там фильтров сейчас не ставят, они дорогие, а вот здоровье человека, что-то они не считаются с этим. Что там и на заводе, там экология очень хорошая. И еще экология. Вот здесь построили этот водозабор, который есть. И вся вот эта муть, которая все это самое идет по Днепру, она на город идет. Все.
Днепр нечистый, очень нечистый Днепр. О, там у нас пар идет. Я в интернете вычитала. Так. Фотографию поместили, а потом дали ответ, уже я читаю. Это пар. Хотя все прекрасно знают, что черный дым – это не пары. Просто черный дым идет, и когда я езжу на дачу, оно прямо вот, если вот откуда ветер, сразу видно. Жлобінскі чыгуначны вакзал. Яшчэ не так даўно самае каляровае месца ва ўсёй Беларусі. Тыгры, малпы, сланы, мядзведзі. Не падумайце, тут быў не зоапарк. Кожны праязджаючы праз Жлобін мог набыць мяккія цацкі мясцовай вытворчасці. Гэтым жыла даволі вялікая частка мясцовага насельніцтва. Аднак колькі гадоў таму ўлады валявым рашэннем гандляроў цацкамі з вакзалу прыбралі. Сваю справу зрабіла і кітайская канкурэнцыя. Людей шмат занималось этим. Ну, это все делали люди сами. Это не фабрика у нас была. Просто фабрика искусственного меха была. А люди... Это выдумка все людей. Их фантазия, все, что они делали, это все своими руками было. А потом это уже, наверное, наводнился так рынок, что это стало уже непотребно. Много-много. Тогда же игрушек куча было. Даже жена моя занималась с дочкой. А потом все уже. Важно, конечно, это самозанятость людей, и это возможность людям зарабатывать деньги. Но всему началом была фабрика искусственного меха, которая производила исходный продукт. И люди этим занимались, и был спрос. Наверное, сейчас китайские игрушки сделали определенную конкуренцию, и проезжающие люди не так часто уже покупают белорусское. Дажынкі 2013 году, што прайшлі ў Жлобіне, як звычайна бывае з гэтымі святамі, прынеслі не толькі агульныя дэкаратыўныя абнаўленні, але і новыя аб'екты інфраструктуры. Адзін з іх – шматфункцыянальны спартовы комплекс. Тут табе і лядовы палац, і палац гульнявых відаў спорта, і веславальная база, і аквапарк. Здавалася б, жыві і радуйся. Толькі вось калі з галоўнага фасаду ўсё выглядае проста цудоўна, трэніровачная арэна праз 6 гадоў пасля здачы знаходзіцца ў вось такім стане. Выбітыя шыбы, распісаныя сцены. Паўстае абсалютна лагічнае пытанне, ці мела сэнс на 76-тысячны горад узводзіць такую гаргару? У нас построилось очень много, практически целый микрорайон и ни одного детского сада. Большая напряженка. Сейчас идет тенденция, надо даже подстраиваться, чтобы родить в правильное время, чтобы твой ребенок попал в школу, в садик, и со школой очень проблематично. Ребенок родился, побежали, поставили в очередь. Потому что по-другому никак. И вот даже люди готовы платить за частные детские сады, но тоже их здесь не открыть, потому что эти бумажки, это санстанции, очень тяжело. Садики, я когда была детей водила, были с 7 до 7 вечера. Теперь с 7 и тоже дополнительную плату ввели, если с 7 приводишь, только с 7:30. А если попробуйте на БМЗ добраться, час времени надо. С 7:30 уже не доберешься до работы вовремя. Хотелось бы каких-то детских площадок побольше, садиков у нас не хватает, ну и школу. Ну, потому что у меня дети, поэтому вот такие проблемы. Ну и каких-то спортивных комплексов. А вообще футбольного поля не хватает, вот хотя бы крытого какого-то. Потому что у меня тоже ребенок ходит, занимается, неудобно. Есть только один стадион, и он не крытый, и вечером там темно. Жилье у нас дорогое. У нас как с Минском примерно, плюс-минус. Вот цены на... Чтобы даже однокомнатную квартиру снимать. Поэтому, ну, как бы... Так смысл тогда здесь платить тоже за жилье по цене, как в Минске, если можно в Минске также, в принципе, и там же и лучше получается. Я даже не знаю, за что это зависит. Может, то, что люди думают, то, что они на БМЗ, если работают, у них высокие зарплаты, поэтому выше цены делают. Ну, что-то более доступное для детей, может быть. Потому что, как бы, аквапарк, ну, понятно, но не всем доступно это все.
Какие-то детские площадки игровые больше, как-то занят. Молодежь, детей вот именно. Ну, не хватает врачей у нас. Это я знаю, у нас на БМЗ в поликлинике бывает такое, что нет врачей. И что тогда робите? Ничего, идем платную, проходим там, платим деньги. Ага, то вот такая у нас бесплатная медицина отрывливает. Ну, наверное. У нас в городе, в городской поликлинике, один кардиолог на город и район. А в районе 102 тысячи населения. Ну, есть частные, конечно, но не всем это под силу. Работает и трудно. У нас она, правда, очень мало вакансий, тем более девушки, очень мало. Молодежь, я не знаю вообще, где она, в принципе, работает. Я сама работаю в баре, у нас мало работы. Кроме БМЗ у нас ничего нет. Мне кажется, это очень маленький городок. Пока что здесь ничего не оборудовано. Может быть, со временем, если что-то будет лучше, то я останусь, а так нет. Я здесь училась, жила, работала. И куда съехали? Сейчас в Минске. А чему? Ну, там больше город, больше возможностей. Для творческих людей здесь мало возможностей в маленьком городе. Людям не так интересна музыка, какие-то выставки. Это все-таки люди хотят на чем-то сэкономить и заказывать музыкантов. Кажется, все-таки с бюджетом тоже связано. Молодежь со временем думает, это будет смотреть только Польшу, Прибалтика и Украина. Сейчас пока еще в Россию много идет. Скажите, откуль в Жлобине вот у вас такий стиль? Ну, это реально круто. Вы имеете что? Вопратку. Вопратку? Да не знаю. От природы, наверное. Ну, в Менску не все так круто опранаются. Они не по тем проспектам ходят, где такое купить можно. Як бачите, в Жлобине сапраўды віруе жыццё. Тут нават ёсць барбершоп. І вось зараз, каб не быць галаслоўным, я прыйшоў да гэтых ребят, каб яны мяне пастрыглі так, як лічаць патрэбным. Паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Ну, што я магу сказаць? Мне здаецца, сапраўды выдатна. Так што варта спрабаваць новае, але ў той жа момант давярацца прафесіяналам. А вы пішыце на нашу скрыню, і мы распавядзем і пра жыццё вашага горада. Белсад едзе!